сам куда-то клал, сверху вроде. Сам же привез и сам куда-то клал. Не могу найти. На горе Байгурещи, что в Дебесском районе Удмуртии, обнаружили кости. Однако здесь нет и намека на уголовное дело. Нам сообщили, что это останки средневекового человека. Местный краевед Павел Роготнев как раз и пытается их найти. Но как-то уж очень долго мы даже успели отчаяться и пожалеть себя. 3 часа дороги впустую. Ну как так? Значит, обманули? Странно. Ну вот нашел наконец-то. Вот она. Вот. Вот они, эти кости. Кости тазобедренного сустава видно. Кости берцовые, видимо. Ну, сразу видно, что они очень старые. Вначале это было городище, памятник археологии, последней трети первого тысячелетия нашей эры. А затем, когда эту территорию покинули предки наши, спустились вниз по Чепце, видимо, после второго заселения в верховьях реки Чепце с 17 по 18 век, до христианизации, это было место, которое использовали как святилище, скорее всего. Во время первого тысячелетия, когда городище функционировало, там не могли делать захоронения. Для этого существовали могильники, ну, то есть кладбища специальные. Могли, конечно, там захоронить и во время какой-нибудь долговременной осады. Такое вполне возможно было, но вряд ли. А с другой стороны, это уже может быть, если позднего времени, 17-18 веков, то, может быть, на этой горе могли захоронить какого-то очень почитаемого жреца Высяся. Вот. Но это надо было выяснить археологам, конечно. Раз руки археологов до сих пор не дошли до этого места, гора сама их зовет, сказали бы жители Дебес. Значит, ей есть о чем рассказать. И ничего странного в этой фразе для местного населения нет. Некоторые до сих пор искренне верят, что у горы есть дух, который, как и раньше, их предков охраняет от невзгод. Но что тут скажешь? Этническая память. Оставить конфетку «Милэскужо» в знак благодарности за собранные грибы или ягоды, ходить в гости только против течения реки, провожая молодого человека в армию, из дома его выводить обязательно спиной. Это не странность, это скорее соблюдение порядка, который придуман точно не вчера. Исходя из всего этого, наверное, логично и название села – Дебесы. Говорят, оно произошло от брошенной священником давным-давно фразы «Это там, где бесы живут». Да простят нас за это напоминание дебесцы. По легенде говорится о том, что священники приехали крестить дебесских удмуртов, а никого нету в Дебесах, в селе, в деревне, точнее, тогда еще. Оказывается, они прятались якобы в соседнем лагу Карасмешкой, который порос глухим лесом, и туда пробраться священнику нельзя было. И когда священники вернулись обратно в свою епархию, начали докладывать, ну что вы там сумели крестить? Да нет, не получилось, потому что никого их не было, там какие-то не люди, а бесы какие-то живут. И вот якобы оттуда пошло скороговоркой село, где бесы живут. Бесовского с точки зрения православия в Дебесах, скажем так, и сегодня немало. В баню после полуночи не ходи, мунчо-козё банник утащит. Эту тропку обходи, полесмурта половинчатого человека встретишь. И этих запретов не пересчитать. Только вот кто-то воспринимает такие рассказы с юмором или даже пальцем у виска крутит.
а кто-то и правда верит. Почти поверили, кстати, и мы. Пересчет ведь верало. И пересчет кылзычка сая уже бориш то дева ишкени, тани ишанно макешу ведь. Ой, ведь вот уже ведь сояджитке замики шанлу шуса вот сейчас ты бориш то дева ишке. Пожилые нам, молодым, рассказывают, предупреждают. У меня бабушка была, ее бабой-пидочь все называли. В лес за малиной ли пойдешь, за ягодами ли? Она говорила, куда можно идти, а куда не стоит. Объясняла, есть нечистые места. Наверное, и поколение потом. Малыке со Сибирь шурес кужапе перещесно вераловал, уинпе кашкемут ветлен, ну та из, наверное, шо мы на самом деле совал уже был, малыке шо, но та Сибирь шурес кужапе, каторжан юстынулся, кулоновал, довещеновал, но ничто не мазинтеновал. Говорили, что сибирский тракт часто пугает, но это и понятно, сколько народу там погибло, и хоронили, скорее всего, как придется. То кутынке вайост яшко, вот сейчас тыкылылен бань, что Сибирь шуресыл типе, особенно кутынпе гурта был, а кутын щикёс и не тыне щик марым тишеде, со типе тушка шкемут ветлены. А вот тоді кышномурт тане тоже та Сибирь шуресен тань герджашкем учерез мадес шурногуртисо кышномуртажи солен. Женщина одна рассказывала, ее дом на Сибирском тракте стоит. Решили они с семьей в гости сходить. Только вот родные раньше ушли, а она дела в огороде решила доделать. А рядом поле. Может шилёзе уктону срепе тубо. Та берепе берецкий научки шко и лудвылын. Так вот, смотрит та женщина на поле, а там мужчины в шинелях и женщины в длинных платьях, в платках солому сгребают. Конечно, странным показалось все это ей. Но, обернувшись снова, увидела совершенно зеленый луг с некошенной травой. Потом ей, видимо, рассказали, что на этом месте каторжан как раз и хоронили. Даже я помню, когда там тракторами распахивали, кости на Божий свет выходили. Конечно, это неупокоенные души, а ведь многие их видят. Вот собакча берен сонюле сын перещешуйлям отсыпе, что каторжан юсты ватыловал, что тодиосно гордиосно коня буремын отынпе прямо копате генено, ожи чисто марым тракторию сынно котьмайн бариш песогылса олызына алы оспевеш потовал. И вот сыче малпанес солен кылдем молопе со поталосо сожи неупокоенные души амарашо може ветлосо шуса. Но сыче аджонес со гназ геневала джилем не что чаш кылышке, что луд вылын ужало каткинюскепе. Эльвина Будина, как чистокровная удмуртка, подобными рассказами может пугать бесконечно. Хотя после этой истории желание пройтись в полночь по Сибирскому тракту все-таки появилось. А вдруг и правда у екатерининских берез повстречаем каторжан? Мы и прошлись, правда не ночью и не по Сибирскому тракту, а по дороге, ведущей к местной знаменитости – горе Байгурещ. Да-да, именно к той, которая этим летом выдала свою тайну. Жаль, конечно, пока не разгаданную. Тани ташуресно байгуреш гурежамы со yorusıştımı tujgesno сыче трос калык ветлетачы тузгесно тунсыко коткинлылуе ваньмыз элькунычтымы. Эта дорога ведет на гору Байгурещ. Это очень интересное место. Все, кто приезжает в наш район, стараются обязательно попасть на нее. С нее очень красивые виды на Чепцу. Очень много легенд про эту гору. В одной из них говорится, что человек, который сможет забраться на нее, станет счастливым и богатым. Желающих быть богатыми и счастливыми, как оказалось, немало. В день летнего солнцестояния последние 2 года Байгурещ оккупируют желающие покорить ее. Объясняется все очень просто, и до слуха специалистов отдела культуры администрации района дошла легенда. Теперь здесь проводят легендарный подъем на гору Байгурещ.
По рассказам старожилов, чтобы желание исполнилось, всего-то несколько условий надо выполнить. Подняться по самой крутизне. В руках должна быть стопка с кумышкой и очень постараться не пролить ни капли. Все, теперь руки. Да, я первый. Я стаканчик. Не столько по времени, главное донести. В случае срыва вы никуда не упадете. Не надо там кричать: «Мама, спаси!» Зачем я сюда полез? Или полезла? Инструктор с жумарами – вода вместо кумышки. Вот она, современная интерпретация древней и, как оказалось, красивой, но несколько странной для нас легенды. Раньше говорили, что если немой человек поднимется в дни летнего солнцестояния на Байгуресь и выпьет на ее верхушке, макушке горы кумышку, то он может обрести дар речи. Вот. И если расшифровать эту легенду, то получается так. Немой, он олицетворяет мир подводный, мир подземный, мир умерших людей. Поднимаясь на Байгуресь, по самой крутизне ее, он как бы смешивает своим восхождением три мира. Вот этот вот мир умерших, мир ныне живущих, это сама гора, она олицетворяет этот мир, и мир небожителей, то есть богов Удмуртского Олимпа. Но в этой легенде еще есть одно маленькое такое дополнение. При восхождении немой должен держать в руке стакан с кумышкой, и при этом кумышку нельзя расплескивать. А кумышка-то все-таки это дар богов, и он дается удмуртам для того, чтобы они пили ее только во время ритуала, во время религиозного языческого действия. Она дается для общения с богами. И как только ты начнешь пить ее вне этого ритуала, значит, ты потеряешь связь с богами, значит, эта связь между тремя мирами, она тоже нарушится. Боги отвернутся от тебя. И поэтому вот это было дано напоминание: обязательно не расплескивайте в кумышку. Проще говоря, именно в этот день и в этом месте просьбы мгновенно доходят до богов, ну и, соответственно, исполняются. Эту красивую легенду гора долгое время хранила в названии. Изначально она называлась Бак-Гурещ, немая или молчаливая гора. Но с легкой руки Михаила Петрова, автора поэмы «Байгурещ», получила новое имя – стала богатой. Всем здравствуйте. Хорошо получилось. У вас как ощущения? Очень приятные ощущения. Ой, хоть кто-то сказал, что приятные ощущения были. Ой, я боюсь разлить, вы понимаете? Руки дрожат. Сколько это? Где-то 130. Честное слово, вот несешь ее и думаешь ради этой крапиночки, как бы не уронить. Больше всех ведь у вас? Ну, у мужчин вроде больше, а нет 120. Уверены, мало кто, скорее даже никто из участников легендарного подъема на гору Байгурещ не задумался о смешении трех миров. Но азарт налицо. Высота в 50 метров над уровнем Чепцы и 220 метров над уровнем моря не напугала даже девушек. Кстати, если делать акцент на цифрах, Байгурещ не гора вовсе, а холм. Каких-то 80 метров не дотягивает до горы. Нет-нет, гора так гора. Пусть будет так. Щуштини кочку нотинит, тонок над кінеси чебиде з дунєвилин, ворскини улини, куда скалди змінив. Но все-таки ходить без особой надобности 21 июня на Байгурещ не советуют. Наши предки верили, в день летнего солнцестояния на свет белый выходят божества страхов и привидений. Их называли вожо. Наступало время запретов. Нельзя было шуметь, даже говорили полушепотом. В полдень категорически запрещалось ходить за водой. Даже существовал определенный ритуал.
колодец укрывали скатертью. А так как гора считалась своего рода лестницей, которая связывала разные миры, говорили, человек, пришедший сюда, в Ожодыр, очень сильно рисковал. Можно было нечаянно очутиться не на своем этаже мироздания и больше никогда не вернуться в свой мир. Суваньмыз вашкала ишлектем просто дыр орчимья, вакыт орчимья, воштичке инты, воштичке дыр, воштичке шком ашмёс. Это все пришло к нам из давно ушедших веков. Но время идет, мы меняемся. А элементы, глубинный смысл древних традиций остается. Поэтому мы сознательно или бессознательно совершаем какие-то действия, поступки. Но катынкено мукедрия может быть многоскишке, со одних буде смолшуса, но катынкено пушкамы со одной куле, что моножикарике одних буде смолшуса. За то время, пока мы находились на земле, где бесы живут, поняли – здесь ежесекундно, все на грани. Сейчас мы дойдем до бабы Фиры и с ней поговорим, потому что она наяву видела русалку. Здравствуйте, тетя Фира. Здравствуйте. Как живем? Хорошо. Вот мы приехали к вам в гости. Но я знаю, что вы наяву видели русалку. Коров я доила. Дояркой была 20 лет доила. И коров угнали. А я иду. Побежала. Сидит. Такая волосатая, наелась, пообедала, такая волосатая, сидит на берегу. Голая, да? Голая. Ну, я говорю, Господи, ну я спросила, коров, говорю, прогоняли? Она на меня так посмотрела. А ты потом догнала коров? Ну, и рассказала мужикам, да? Рассказала. Они тебе что сказали? А говорят, русалка, не надо разговаривать. Нельзя разговаривать, да ведь? Да. Как, говорит, она тебя не угробила? А я говорю, что знаю, то ли она человек, то ли... Ну, не сидит видала. Женщина, да ведь? Да. Женщина, такие у нее волосы. Домой пришла, маме рассказываю. Мама, вот, говорю, что? Это, говорит, моя смерть тебе показалась. Да? В 58 году это было. Она и зимой умерла. Говорят, русалку в старом купеческом селе Большая Чепца видят и по сей день. Только, как и раньше, не к добру она показывается. Но в век триумфа естественно-научных знаний, ошеломляющих открытий по физике, астрономии, биологии, которые дают рациональное объяснение жизни Вселенной, слышать эти рассказы, конечно, несколько странно. А ведь их не пересчитать, дня не хватит, чтобы все услышать. В каждом селении свои истории. Страшилки, сказали бы современные дети. Татьяна Калинина, к примеру, утверждает, что в ее музее живет хранитель, мужчина в солдатской форме периода Гражданской войны. Фотография вылын тынта-тынтани проявится корейский солдат. Силуэт С. Здесь, рядом со стендом, на фотографии проявился солдат. После этого дети перестали баловать в музее. Да и я, сама ближе к вечеру, без особой надобности сюда не захожу. Я верю в тот загробный мир, потусторонние силы. Хранители или хозяева были у каждого места, считали удмурты. Неважно, хлев это, дом, баня или лес, вода. При этом человеку с каждым кужьё, хозяином, надо было жить в ладу. В определенные дни задабривать, жертву приносить и себя тем самым обезопасить. Кто теперь помнит, что печь в доме служила оберегом от разного рода нечисти? Но чтобы она работала, запирали туда на ночь петуха. Да и по лесу аккуратно надо было ходить. Не гневить нюлес кужьё, хозяина леса.
Вашка ладя милен, аж ладя милен может быть совал одигес, улонлыкес, кукесо ассе шадис именно одмочуса. Может быть, это и было единственной возможностью быть другим. Он не перестал чувствовать себя удмуртом. Я такой же, как все, но в то же время отличаюсь. О просвещенной роще вообще отдельный разговор. Пусть даже не молятся теперь в большинстве из них, но народная память хранит практически каждое место, и лишний раз даже половинкой пятки ступать туда не стоит. Баба мы песяна и мы маде, что солен бубис леса гуртыш купелык тевал ерыме. И отын баджим лут, со лут вылын шутецкин пуксем. Корьос выле. Вдруг пекинке ты брам шуккис. Берцки, союа тон мал мынам интампе пукишкот. Мын бертни, мунтыд макари, эн ветлыл тати. Неправильно ветлышкот, а со ветлетувал, ой, сестрезлен. Бабушка моя про отца своего рассказывала. Он шел, видимо, из лесогурта через поле, остановился отдохнуть. Вдруг чувствует, кто-то по спине его хлопает. Мол, ты чего на моем месте сидишь? Иди домой. А он, дед мой, оказывается, к сестре своей жены ходил. Некрасиво ведь это, правда? Не послушался он. В следующий раз на лошадях поехал. Между двух сосен лошади как вкопанные остановились. Местные говорили, что эти сосны воротами в священное место, Лут, были. Так вот, хозяин этого места, Лут Нюня, его очень сильно избил. Приехал он еле-еле домой, никому ничего не рассказывает. Так, видимо, велено было. Но не выдержал, рассказал. Правда, все равно плохо закончил. Пошел в баню, а там его в печи и нашли. Будто его поломали и в печь затолкали. Кто знает теперь, правдива эта история или нет. Укпоты, суешеттилля мунчогурыш, кусинпек пасамын и мунчогуре донгемын. Земоло да уроло, конечно. Пусть некоторые истории, может быть, и вызывают улыбку, но память народа хранит эти рассказы. Кто-то рассказывает их своим детям как сказки, но и сказки, согласитесь, учат. Может быть, даже являются азбукой современной жизни. Когда удмурты сталкиваются с цивилизацией, они начинают учиться играть по этим правилам. Долго, трудно, где-то неуспешно, но это обучение идет по сей день. Потому что эти правила задаются тем цивилизационным вектором, в котором мы находимся. Жить в них, учиться, действовать так, чтобы не потерять себя. Вот, наверное, это самое главное. Правила соблюдай, но оставайся самим собой. У человека есть потребности первого порядка. Есть, пить, общаться, но есть и потребности более высокие. Это в том числе ощущать свою связь с прошлым, со своими предками. И каждая мелкая бытовая деталь, которая выдает нашу удмуртскость, это греет душу. Даже можно не знать, зачем она, почему она, но это вот оттуда, это из сердца. Вот я на горе. Ура! Тяжко. Мы приехали с Сарапула, специально приехали с определенной целью. Вы приехали, чтобы желание испытать. Да, главное верить, поверить. Мы решили, что нам тут не отстоять. Разницы ведь нет, с какой стороны, главное поднялись. Нет, разница есть, нужно по Крутояру посадить. Ну нам тоже вот это круто. Мы как бы свою высоту мы определили. Да, определили, и мы ее достигли, я считаю. Просто надо верить в это.
Видимо, есть то заветное желание у этих женщин, раз километры их не испугали и кумышку ради этого подъема специально приготовили. А это значит, хоть и технический прогресс идет семимильными шагами, невозможно полностью стереть в памяти народа представление о связи природы и человека, о целостности Вселенной. Все это складывалось веками и перешло в категорию вечных ценностей. Человеческие останки с горы Байгурещ были переданы в Институт истории, языка и литературы Удмуртского отделения Российской академии наук. Местные жители надеются, ученые раскроют тайны некогда немой горы, и она в полной мере будет соответствовать современному названию, станет и правда богатой.